Всем привет! Это новости Словении. Если вы впервые заглянули на мой канал, меня зовут Хельга, я перевожу для вас официальные новости простым, понятным языком. У 46-летнего водителя грузовика, гражданина Филиппин, во время вождения по автомагистрали каким-то образом вылетели в окно документы. Но он не растерялся, остановил свой грузовик на ближайшем островке, достал самокат и отправился на нем прямо по автобану в поисках своих документов. Возможно, на Филиппинах он работал водителем тук-тука. Проехал он недалеко, полиция быстро его задержала. К сожалению, осталось неясным, успел ли он подобрать свои документы или нет. Теперь ему грозит огромный штраф. Тем временем в Словении повышают возрастной порог для управления легкими моторными транспортными средствами. Теперь ездить на электросамокатах, скутерах и мопедах можно будет только с 15 лет, а не с 12, как было ранее. Решение принято в связи с ростом числа аварий среди подростков. Была бы моя воля, я бы вообще запретила эти транспортные средства. Действительно ли в Словении практикуется экзорцизм, или, другими словами, изгнание дьявола в стенах медицинских учреждений? Словенский священник-экзорцист, я даже не знала, что бывают такие священники, Марьян Ветерник, утверждает, что к нему за помощью обращались из гинекологических и психиатрических клиник. Так вот она какая медицина Словении. Сотрудники медицинских учреждений обращались к священнику за помощью изгнать бесов из некоторых пациентов. Ну нахер. В свою очередь, руководство больниц от заявлений священника открещиваются. Если у вас есть ДМС, проверьте, покрывает ли ваша страховка изгнание бесов. В Словении стартовала подготовка строительства нового блока атомной электростанции в Кршко. Правительство предоставит план развития на референдуме, где словенцы решат, хотят ли они светиться или нет. Если в итоге построят 2 реактора, то они обеспечат треть всей потребности страны в электроэнергии. В Словении началась предвыборная кампания перед парламентскими выборами, которые пройдут 22 марта 2026 года. Главные соперники – правящая партия «Свобода» во главе с действующим премьер-министром Робертом Голобом и демократическая партия СДС во главе с опытным политиком Янезом Янша. Право голоса на парламентских выборах имеют только граждане Словении. Иностранцы, даже имеющие ПМЖ Словении, к сожалению, голосовать не могут. Будем просто наблюдать. Эти выборы могут сильно повлиять на будущее Словении и на ее место в Европе. А если вы планируете переезжать в Словению и вам нужна помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите в личку моего телеграма. Словенский лыжник по прыжкам с трамплина Домен Преуц завоевал золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Милане, обойдя японского и польского спортсменов. Поздравляем Домена и порадуемся за его золотую медаль. Тем более, что золото сейчас на бирже дорожает. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? 23 февраля в Любляне от +2 до +15, пасмурно, без осадков. Спасибо, Алиса. И вам спасибо. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!